Олмасан, Азиз халхым, хым хорчалар, савле сачар йолума. Эти строки стали моральной поддержкой для поколения крымских татар, вернувшихся на родину. Автор Сейтумер Эмин, известный поэт, фронтовик, переводчик. Сегодня в Крымско-татарском музее собрались его друзья, родные и родственники, чтобы почтить память поэта. Май 44-го разделил жизнь Сейтумера Эмина, как и десятков тысяч крымских татар, на до и после. Боль за родной народ поэт отразил в строчках своих произведений. Пройдя сложный путь, он все равно остался не только романтиком, бесконечно любящим жизнь, но и до глубины души патриотом. Он уроженец деревни Албат. Сына своего он назвал Албат. Я учился с ним в одном классе в Узбекистане. Мы тогда не знали, что это такое Албат. Но Албат. Оказывается, это деревня, в которой родился Сейтумер Эмин. Он именем своей деревни назвал своего собственного сына. Видеопрезентация о самых значимых и трагических моментах жизни поэта, а также выставка фотографий и личных вещей легендарного крымского татарина. Есть документы, подтверждающие награждение по всем этим поздравлениям, телеграммам. И показан очень интересный экспонат. Это пишущая машинка, которую в то время использовал Сейтумер Ага. Сейтумер Эмин – талантливый поэт, мастер пера как на крымско-татарском, так и на русском языках. Его стихи, посвященные родной земле, до сих пор невидимой нитью соединяют сердца тех, кто прошел сложный жизненный путь. Акиме Сейдаметова, Арсен Фукала, телеканал Милет.